Всем привет! Что, начались зимние выпуски о морозах якутских. Этот будет о моем скудике. Проверял я предел его прочности. На 25 еще заводился. Сегодня ночью 32 показывает, уже все. Заводиться не хочет. Схватывает еле-еле. В общем, я вчера уже начал утепляться, купил материалы для утепления. Одеяло вот положил. Сам пока не справляюсь. Позвонил Валерий. Сказал, сейчас подъедем, посмотрим, что можно сделать. Здорово, подъехал на подмогу. Вот он тот человек, который спас меня с жильем. Ну не факт, что она заведется, мы просто сейчас попробуем. Ну попробуем, да, а дальше будем... Сейчас плохо в минус 29 заводить, но у тебя хороший двигатель, может быть. Тем более, если аккумулятор хороший... Аккумулятор вроде держит. Я просто боялся ее долго, как бы, из-за масла. А ты автозапуск не ставил, да? Не. А где брелок сигнал? Вот. Я не знаю, как его ставить. Наверное, придется в гараж его заталкивать. Только надо несколько людей. Человек 5-6. 5-6, да? Да, мы не сможем. Ё-моё. Надо запихивать ее. А гараж-то там где-то, да? Вот там, Вон, да? он серый, он возле. А. Ну, там горка просто вверх. А. И чтобы эту машину столкнуть, нужно несколько человек. Вот. Потом у меня там есть этот пушка тепловая, мы под низ подставим, и все, она Отогреется, да? заведется, да. Подумаем сейчас, что делать. Но есть отогрев 2000 стоит. Но они сразу заведут. То есть подогрев 5 минут под этим пушкой, она быстро заведет. А, 5 минут и все, да? Да. Ну это быстро вообще. О, Валера, красавчик. Я сижу, жду дома, а он уже без меня тут что-то придумал. Здорово, да. У него есть место здесь, вот. Нет, так сказать. Ну как-то надо поставить так, чтобы можно было накрыть. Ну, можно сделать вот так, в принципе. Ну, Вот. типа такого, да. Да, так Чтобы он вообще. Мало ли. Ну, лучше бы я бы думал, лучше бы на мотор уходил. Не, он так. И сколько времени надо? Полчаса, час стоит. Что, мы будем утеплять, Мишань? А? Да? Утеплять будем? Тебе что, сегодня? Хочу снять сегодня, да. Ну, если есть время. Да. Не вопрос. Что мне нравится, тут во дворе много живности, птиц. Еще белка где-то бегает. Часик погрелись, сейчас попробуем завести. Ну-ка, о, здесь жара прям, тепло. Что, я попробую или что там? Надо этот газ нажать. Если хочешь, сам попробуй. Ну, поднажимай так, куда? Нет, нажми полностью. А, да? Угу. Давай еще раз. Ладно, не мучай. Давай еще через полчаса. Ты туда голову засовывал? Ну да, тепло там. Тепло там, да? Через полчасика, да, созвонимся? Темнеет потихоньку. Что, еще 40 минут постоял, да? Сейчас пробуем. Давай-ка. Газ в полную. Так, а почему так делаем? Вот газ... Потому что воздух больше, чтобы заходил, меньше бензина не заливало свечи. Чтобы именно заслонка открывается, да? Да. Давай. Так, еще раз. Ребят. Я там поставил тебе на зарядку аку. Ну-ка дай-ка я попробую. Как будто бы чуть-чуть не хватает, да? Да, мне кажется, что уже в свечах проблема. Че за звук? А, почти, да? Все. Да ладно. Ну смотри. Не крутит больше, да? Все. Не хватает. Эта зарядка сейчас будет держать его, да? Да, Получается, ну что? очень надеюсь сейчас на это. Ё-моё. 5:30. А у меня она открыта, что ли, осталась? А нет. Не щелкает, да. Это плохо. Да? Ну у тебя вообще стартер загнулся. Думаешь? Да он должен был зарядиться уже. Видишь, реле щелкает, а стартер не срабатывает. Что, мог накрыться тогда в этом? Ну, мог, а ты новый точно купил, да? Или тебя Ну, отремонтировали? Не, мне это, с разбора. Контрактный, да? Ясно. Ну все тогда. Завтра будем заталкивать его в гараж. Да? Ага. Если бы ты не пробовал, ну,
На холоде, да, если не крутилось? Не крутил бы на холоде, а сразу бы позвал бы, мы бы его еще, может быть, спасли бы. А так нет. Да. Но. Ну я почти сразу позвал, вроде как. Ну ты сколько раз покрутил его? Сигналки, наверное, да, сначала? Сигналки, да, Ага. попробовал. Это уже Раз 10, наверное, так это вот. плохо. Чик-чик-чик-чик-чик. Все. Да? Это залились у тебя эти колодцы с бензином, свечи, все мокрые. И он его не смог бы уже схватить. А, Потом еще мы пришли, тут начали клацать его с этим. добили его. Ну да, да. короче. Беда. Вот так вот. Не надо заставлять свою машину испытывать себя на прочность. Моя тест-драйв не прошла за 30. Но 25 держала. По крайней мере. Да, завтра отдыхаем. Мунха отменяется. Вот так вот и не выходит, блин. По всяким разным причинам. Ну что, воскресенье сегодня? Какое сегодня число? Воскресенье 10. Будем сейчас ее толкать, позвал ребят. Вон туда нужно. Давай, дверь открой. А? Давай, толкайте. Толкаем же? Втроем не получилось. Ждем остальных. Бригада. О, так проще, блин. Только башмак. Масло? Да ладно. Что, все-таки меня там повыбивало, да, походу, эти? Вот это масло, да? Ё-моё. Так медленно, ты что, кашу мало кушал в Питере? Что-то я, да, ослаб. Что, так сейчас будем тянуть? А Игорь ходит, просто херня занимается, снимает на камеру. Не отвлекайся. Ютубер, блядь. Специально заморозил, чтобы снять еще один Ну да. видеоролик. Чуть-чуть осталось. Фух, затолкали. Все, ребята помогли со стороны с улицы. Спасибо большое всем, кто нам помог. Очень вам благодарен. Блин, надо было снег убрать с крыши. Да, Валер? Да. Воспользоваться ситуацией и сделать хотя бы ролик об этой фигне. Повседневная это жизнь в Якутске, да? Блин, вот тебе GoPro 7. Вынес, сейчас где-то минус 25, вынес, там заряд был 80%. На морозе побылась, все. Сейчас вот на пауэрбанке домой бегал. Я думал, хватит на весь вечер. Так, он замкнутый. Ну если у тебя второй есть, ты его притащи. Но у меня в машине. А, Здесь же, да, потому что он, мне, ну, он же крутил, я просто его поменял. Миша его просто разберет и один рабочий соберет. А, вот так можно сделать, да? О, крутяк. А то я Чтобы ты ничего не покупал. месяц назад я поменял стартер. И не хотелось бы сейчас еще раз попадать со стартером, поэтому я очень надеюсь на Мишу. Попадешь? Не, не надо попадать. Ну он понял, да, там не должно быть искры, он должен Ну, прокрутиться. Он должен был... У меня всегда была загадка, как стартер снимается. Да тут два болта идет. И все? Ну в основном, да. А ты его через верх можешь вытащить? Ну да. Серьезно? Можно через низ, можно через верх. Тут просто кто-то что-то уже делал когда-то. Мастера, будьте повнимательны, пожалуйста. Ставьте болты там, которые должны быть. На 14 там должен был быть стартер закрепляющий, получается. А тут на 12 вообще левый какой-то. Серьезно? Понятный, да. И еще один изъян. Стартер не закручен. Да ладно. Где ты менял его? В автосервисе. Вот наш стартер. Че, проверим, рабочий, нет? Давай. Клемочки. Не пахнет? Не, не воняет. А, нет, что-то придется. Это бендик. Ага, бензик сработал. Странно. Ноль реакции. Если их так перемкнуть, он должен был сработать нормально. И старый доставай, если еще Да, соберем. старый достань сразу. Так, щетки у нас живые. Живые это щетки, да? Да. Буду знать, что это щетки. Вау у нас живой. Че же у нас сдох? Давай твой стартер где? Вот. Ну, может проверить, что Мы его как? сразу проверим. Посмотрим. Это мой старый, который я заменил. Типа он не работал. Он работал, но очень плохо через раз. Мы сейчас его скроем, тоже посмотрим. Вон, видишь, уже все стертое. А вау живой еще. Ну что, собираем из 2 1. Миша почистил.
А вот здесь он сцепляется с движком. Ну, получается, бендикс когда срабатывает, он, получается, вот так держится. Бендикс срабатывает, он его Раз. обратно оттягивает, и потом отпускаешь, когда уже он обратно отходит. Да? Собрали сборную. Бендикс у нас работает. Фига себе. Какой звук неприятный. Ну все, машину оставили. До завтра. Спасибо, Валерий, позвольте ей переночевать сегодня. Надо, в общем, искать стартер, либо чинить. Сейчас завтра парни сказали, что-нибудь покумекают. Ну что, понедельник, 9 вечера. Сегодня я заработался. Ну, а парни пока без меня все починили. Все поснимали. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте, меня зовут Михаил Владимирович, а рядом со мной Валерий Андреевич. И мы сегодня устанавливаем старт R на Suzuki Scudo. Какого он года? 97-го. В общем, 97-го. на машину Игоря двигатель G20A G20A. мы устанавливаем подогрев двигателя Start M, вот 2 киловаттный. Как это все будет крепиться? Здесь у нас, короче, вот здесь вот у нас вот видно небольшие отверстия. вот отверстие, туда он пойдет и будет находиться вот в таком вот положении, стоя, получается, вот Он так. должен находиться ниже термостата. Ниже термостата, который у нас находится вот здесь. Значит, забор жидкости будет идти вот с этого шланга, с печки верхней, а подача будет идти вот сюда. Сейчас мы установим все, потом разрежем там и тут, поставим тройники и проверим, как он работает. На время абсорбер скинем, потому что он нам мешается. Это абсорбер. Сам подогреватель мы установили, вот он стоит. Вот сейчас мы будем отрезать здесь вот трубочку, вот здесь вот в этом месте. Вот в этом месте надрез сделаем, и это будет у нас забор охлаждающей жидкости. Вот идти так через эту трубу и поступать будет. Вот здесь мы сейчас сделаем разрез, поставим тройник и будет сюда поступать и, соответственно, в радиатор и весь двигатель подогревать. Сейчас мы сделаем разрез под тройничок и сольем лишний антифриз. Антифриз у него так себе. Вообще вода какая-то. Все установлено. Вот у нас отсюда идет забор с верхнего патрубка печки. Через тройничок идет забор жидкости, идет вот так вниз. Здесь стоит у него гофра, чтобы ничего не перетиралось. Дальше вот у нас идет сам подогрев. И потом с него, значит, теплая уже подогретый антифриз идет вот сюда, вот сюда, вот сюда. Бам, попадает на верхний патрубок радиатора. И дальше уже идет на двигатель и на радиатор. И он Он моментально нагревает, получается, двигатель. Вообще хорошая теплоотдача у него идет. Сейчас мы будем менять антифриз, а потом проверять, как он работает. Вот такая тема. Ну что, еду ставить в гараж, уже все. Я стал умнее. Ой. Покажу вам, какой я гаражик снял. Отличный. Правда, не близко, не возле дома, нифига. Вот это засада, конечно. Ну, конечно, тут возле дома здесь можно было мне снять гараж, мне предлагали за 15 тысяч. Но у меня что-то, что-то я решил, что надо подешевле его найти. И нашел у Прометея, там, ну, подальше, получается, ехать. Такси 200 рублей примерно стоит. Ну, там 7 тысяч уже за месяц у знакомых. На двоих там вставать будет. Ну, сейчас поедем, посмотрим. Едем по зимнему городу. 25, сейчас где-то 27. Днем было даже минус 16, минус 17 тепло. Сейчас, конечно, подморозило к вечеру. Покатаюсь немножко по городу, перед тем, как гараж поставить. Ну, уже до выходных. Сейчас понедельник, ну, в субботу, наверное, ее заберу оттуда. Потому что каждый день работать, что мне она... Ну, нет смысла, потому что там, ну, на такси только ехать в гараж ее забирать, либо на автобусе. Ну, подумаю, посмотрю. А так, в принципе, вообще это видео хотел делать об утеплении машины в Якутии. Что здесь необходимо сделать с машиной, чтобы она нормально зимой была эксплуатируемая. В итоге получилось видео о реставрации. Ну, в принципе, тоже нормально. Ну, заодно проверил свой скудик на прочность, сколько он может выдерживать. Тоже надо было. Это лучше, чем это было бы сюрпризом и где-нибудь за городом бы встать. А так я в своем дворе, в принципе, застрял. Было кому помочь. Поэтому, ну, нормально. Хоть и затратно немножко получилось. Блин, вот такие темы периодически вот проезжаешь. Вот, ну, чистят дороги. Это, конечно, хорошо, но, блин,
Но с другой стороны, благодаря этой ситуации получается, что как раз вот эту систему StartM установили. Прикольно, у меня бы руки не дошли. А так Валера посоветовал, говорит, давайте ее поставим. Что-то, блин, она стоит 3000 рублей стоит эта штука. Ну, плюс парни, спасибо, установили. Так что еще раз спасибо вообще за помощь. Реально, очень выручили. Получается, эта система позволяет машине стоять где-нибудь на улице, просто включенная в розетку. Ну, я еще посмотрю, что там Валера наснимал. Он там объяснял, сказал мне на видео. Я еще сам не смотрел-то. Вам показал, а сам не видел. Посмотрим, сейчас домой приеду. И можно, в принципе, на ночь после дома оставлять, в розетку включаешь и все. Иногда, может, надо будет машину просто не в гараж тащить, а под окнами оставить. А так, получается, утепление машины придется делать уже в следующем ролике. Наверное, не буду всего один впихивать. Для местных, думаю, это будет ни для кого не новая информация, как это все делается. Но те, кто не из Якутии, посмотрите, что ли делать приходится с машинами для того, чтобы их эксплуатировать в зимний период. А он здесь долгий. Считай, с ноября уже утеплять начинает. И только в марте, в апреле снимает все. Зацените, какой у меня гараж прикольный. Ё-моё, надо звонить ребятам. Ну, я просто не ставил, может быть, из-за того, что я просто сказал, что поставлю неделю назад и так и не заезжал, и расслабил людей. Так, ну-ка посмотрим. А, кстати, вот то, что капало, это вот гидроусилитель руля у меня, мы его стали крутить, отсюда все это вытекло. Прикольно, шланги, вот она, чик-чик-чик. Ну, огонь, круто, что теперь эта штука у меня стоит. Ну все, до соседа дозвонился, поставились. Так что оставляем до субботы. Все, всем пока, в следующий раз утепляем.